Вы согласны с тем, что убежище — это законный путь иммиграции в эту страну? Да или нет? Существует программа предоставления убежища. Да. То есть иммигранты, у которых рассматривается заявление на убежище, находятся в стране на законных основаниях, верно? Простите, повторите, пожалуйста, вопрос. Иммигранты с находящимися на рассмотрении заявлениями на убежище находятся в стране законно. В стране есть лица, у которых поданы заявления. И они находятся здесь законно, поскольку убежище — это законный путь, верно? Это законный путь. Хорошо, тогда если ваше ведомство депортирует кого-либо с находящимся на рассмотрении заявлением на убежище, вы нарушаете закон, верно? Администрация Джо Байдена оставила нам... Я не спрашиваю о Джо Байдене. Я задаю вам конкретный вопрос. Если ваше ведомство депортирует кого-либо с находящимся на рассмотрении заявлением на убежище, это является нарушением закона. Это так? Закон был серьезно нарушен, когда они позволили... Почему вы затягиваете ответ? Почему вы не можете ответить на вопрос? Это простой вопрос. Если ваше ведомство депортирует кого-либо с находящимся на рассмотрении заявлением на убежище, вы нарушаете закон. Это так? Система предоставления убежища была разрушена при... Господин председатель, я возвращаю себе время. Она не отвечает на вопрос. Итак, очевидный ответ таков. Да, если человек следует законному пути, а убежище является законным путем, и если у него открытое дело по убежищу, он находится в стране на законных основаниях. Но проблема, которую мы наблюдаем по всей стране, заключается в том, что закон не соблюдается. Не говорите нам менять закон. Если вам не нравится система убежища, меняйте закон об убежище. Вносите предложение. Мы будем работать с вами. Я считаю, что его действительно нужно изменить. Но вы не можете просто решить, что не будете соблюдать закон. Убежище — это закон. И депортация людей с находящимися на рассмотрении заявлениями — это, к сожалению, именно то, что сейчас происходит.